Куда да? Вот потихоньку ремонтируемся в гараже здесь. Вот печку топим немножко. Ну ничего, бывает. Чуть холодновато, но пойдет. Трактор заводить будем. Пушкой вот, греем сейчас. Вот так. Хорошенько запаситесь чипсами. Начинаем вторую часть. Поехали! Вот и наступил вечер, и нас вот собирают так вот тягачи, вот рама стоит, они здесь до винтиков собирают, до болтиков, до винтиков, видите, сами, чистота, аккуратность. Масло. Каждый болтик затягивается как надо, до упора. Все контролируется, все смазывается. Здесь никакой халтуры вроде. Вот. Тормозные диски, проводки, пояс. Вот так они собирают свечи. Это задняя часть. Тягач-то вы? Тягач же это? Нет, 65-115 шасси. Передний. А где рабочий у вас? Чай пьют. Да. Все красят, все чистят, полируют сами все. Никакого ржавчины, ничего нет здесь. А тут вот... Степан Степаныч надо у нас оставить. Можно ли у нас оставить? Давид, оставьте у нас. Оставляйте. Оставляйте. Будет тайный агент из Якутии. А. Вот собирает здесь Человек холостой, молодой. Холостой, молодой, да. большие грузовики. Да мы слышали экспонат, деньги нам брать. Вот наш Марат, наш, так сказать, главный инженер. Расскажи нам тоже подробно, как мы с любовью собираем наши команды. Здесь не с любовью занимается. Что, браток? Все, отмашку берешь? Здесь экспериментальные машины хочу собирать. Нет, мне не дают этого. Я хочу заниматься установкой всякими движками на Камаз. Именно. Я вот Ильсура требую, я директор требую. Давайте экспериментировать. Как бы потребность в этом же есть. Раньше же ему затребовали, потому что из-за того, что он был надежный движок, пока на него не поставили всякую электронику. Вот я тоже самое хочу заниматься, поставить там
мерседесский движок, например, вот заказ есть. Мы тоже интересовались, но они что-то, это еще нам этого не показали. Что-то. До этого не будем делать. Вот здесь вот как бы экспериментировать, ну, я уже ставил мерседесский движок. Как бы ничего проблем, просто движка проблем, как бы движков пока нет. Вот который ему нужен V-образный движок, здесь 6 горшков, его пока нету. Евро 2 ему нужен. Есть Евро 3, есть Евро 5. То есть он же короткий, 6 горшков. Движок 6 V-образный, он короткий по сравнению с Камазом. То есть, если его сюда посадить на штатное место, он будет упираться поддоном в чулок. То есть подпрыгнешь, чулок помянешь. Все. То есть из-за этого моя теория как такая. Лучше подвинуть движок вперед на 10 сантиметров, тогда на 15. И у тебя поддон, соответственно, идет вперед. То есть у нас радиатор остается на своем месте. Радиатор, интеркулер, все остается на своем месте. Смещать будет вперед движок. То есть когда он удлиняется, между коробкой и раздаткой, когда он будет удлиняться, но это мелочи. А все остальное также остается. А все остальное то же самое. Ну, единственное, вот крепление вот среднего ДВС, она будет смещаться, все. Там же окошко срезано, то есть тоже так же надо окошко срезать, удлинять, и вот туда все стандартно все вмещать. Как бы ничего сложного нет. Просто найти движок надо. А все остальное то же самое. А коробка, раздатка как будет? ЗФ? Раздатка будет ЗФская стандартная. Коробка будет устанавливаться через проставочную плиту. То есть специально проставка будет устанавливаться между движком Mercedes и ZF-16. То есть она так не совмещается. То есть проставочный кольцо надо делать. Мне кажется, Виталий рецепт временного его взял, да? Ильсур. Виталий, ты помнишь, 2 года назад Юра этот? Он временный прицел взял? Он временный, он бортовой, да. А Юра вроде как один взял, да. Он же просто взял, чтобы свои там колеса дотащить, по-моему. Там у себя же продал. Да, у нас такие же. Алексей также. Там же поехал, ты уже продал. Они на двух, по-моему, на двух запястья загрузили, дотащили спокойно.
Ну да. Вроде у них там двигатель усиливает, прям до 300-320 лошадей двигатель сделали. ставили, А да. ходовка та же осталась. Ходовка та же, коробка, как правило, за F9, ну или 74, да, но не за F16. Ну, за F9 тоже нормально. Не что это. А срочные заказы за сколько месяцев делаете? Ну мы не стараемся прям так это. Ну, спешить не старайтесь. Спешить зачем? В основном 2 месяца. Вот тот, который магаданский, уж вообще 4 взяли. Тут лучше, опять же, вот я почему и вам говорю, не уезжайте, давайте обкатаем. Вы, ну, все, как правило, торопятся. Не-не-не, нормально, нормально. Лучше 2 месяца спокойненько собрать, недельку взять на обкатку и спокойненько проверить. Качественный. Да, потому что тут не поймешь, порой хоп, компрессор хоть ремонтный выходит из строя, так же и новый выходит из строя. Оба выходят. Не угадаешь. А при обкатке нормально. Поэтому, может, вот Давида и Василия, может, уговорим еще остаться. Вот моторы стоят здесь. Потому что вон же сегодня, еще раз вон, пока ехал, ролик смотрел с Василием. Это же там жест такой, сколько топят, ну, машин-то в Якутии. Сколько встают, куча же моментов. Опасно. Очень опасная трасса. Трасса Колыма. Сейчас с кабины посмотрим, потом обратно к вашему Камазу приедем, посмотрим, как там все дела. И потом уже вот бани рядышком. Там как раз бань начали уже готовить. Ничего не видно. Да, темно, темно, наверное. Спот-темп. Что просил там больше, чтобы с лаком просил? Видишь, утепление какое хорошее. Шумоизоляция, утепление. Не то, что заводские. Заводские ничего не бывает. И то есть. Вон тогда вас кадигу живете, а? Вот тут Это нас сразу. Думаю, то кудык. вон куда хаван бар. Или кудык. Всяк подумать. У нас тоже такое, да? Здравствуйте. Здорово. Не против, если я снимаю чуть-чуть? Ладно. Электрики работают. И пришел Ильсура с звездой во лбу. О! Тремя ора было вот. Вони метро разрыли. Степан, давай рассказывай. Степан, все, что понял, рассказывай, да. Новая камазовская кабина. Евро. Да?
Спойлера. Ну да, разные. Запчасти вот все новые, да? Или? Нет, так они додарили, копейки что ли? Давид тоже этим занимается, рихтовкой покраски. Ну все, значит, все покрасочные. Тоже покажем. У него такой автомобиль тоже есть. Сейчас, значит, Станычем покажем покрасочные наши. Сверху этого еще вот это будет, да? Да. С вами. Это у всех так бывает или по заказу? Под заказ. По утеплению. Не всем это надо. Северный вариант, да? Северный вариант, да. Еще на северный вариант двойными стеклами там делать. Вариант, кстати. На сканер же есть такой северный вариант. По бокам. Ну, сами собираете или кто-то поставляет? Как получается? Но в большей степени мы их вытаскиваем большими партиями с лизинговых компаний. Вот в идеале. Они, как правило, разграблены, разворованы, арестованы. Вот мы все аресты снимаем. Здесь нам доукомплектовать, ну, вообще, ну, как сказать, херня. Одно дело, когда разбираешь машину, которая немного ездила, ну, это, как сказать, металл же все равно устает. От ремонта тоже очень много что зависит. Насколько потом будет хорошо ездить. Вот сейчас, вот, говорю же, почти каждый день повторные клиенты появляются. Кто год назад покупал, кто 3 года назад покупал. Если ремонт был хорошая капиталка, то, ну, значит, клиент скорее, и клиент, если еще сам разбирается, то вероятность 80-90%, что он еще раз к нам обратится. Мы же еще, вот, этот Александр Петухов, вот, самый наглядный пример. В Омске же у него по ремонту вышло, мы ему сказали, давай вот тебе, вот, например, 2-3 сервиса, выбирай. Нет, хочу приехать. И, ну зачем? Нет, хочу приехать, например. Вот, у него же так было. Ладно, приехал, все наглядно, все сделали, все хорошо. Все это, ребят, на солярку надо. Ну ты же сам захотел приехать. Ну надо, ну ладно, все, ладно, держи. Ну вот, хотя он время потерял. Все начали говорить, ох, у них Камазы ломаются, он там с Омска приехал. Ну ведь он же мог и не приезжать, время не тратить. Ух ты, он меня, оказывается, снимает. Я не ожидал, что меня сейчас снимают. С его девушком что было-то? Он говорит, что-то сопунил, да, и причины ничего не нашли, да? Ну, причин не нашли по факту. Мы это устранили все сами, причин не нашли. Но тут, как сказать, мы же не стали говорить, мы не стали его ругать в этом плане. Ну, тут непонятно было. Может быть, на мороз без ПЖДшки начал крутить. Но как бы там ни было, устранили, на солярку деньги дали и все, поехал. Будем думать, что, ну, вроде как остался доволен. Так, а где у нас? Вот, главное, чтобы человек сказал, что нужно нам сделать, чтобы ему стало лучше. Некоторые же просто возмущаются и все, возмущаются. Ну ты скажи, как нам тебе помочь, что нужно сделать? Если что-то случилось, например. Вот в этом же есть гарантия. Давай решать. Отправим деньги тебе, или запчасти, или в сервис. Хоть как, давай решать. А те, которые просто возмущаются и не говорят решения, ну, мы же готовы. Пойдем туда зайдем. Алло. Алло. Ага. В 13-м году. Ага. Спасибо. Я очень восхищена вами. Вашими условиями работы. Причем Лили еще смотрел до того, как этот, да? Ну, Я в 13-м году смотрела. до того, как была связана еще с Камазами, получается. Нет, уже была была? связана, да. Я помню, в один день посмотрела про дальнобойщиков Аляски и дальнобойщиков Якутии. Ну, в Аляске там у них все по лайту. По сравнению с Якутией. Да. По сравнению с Колымой. Приехал, договаривался с каким-то водителем, трассу изучил, там маршрут изучил. Да. Короче, и уехал. Потом все съемочные группы приехали в Якутию. Бакс, как приехал, тот, с кем договорились, он отказался, оказывается. И они вот там
через ту фирму приехали, там они тоже ребят нашли там и начали искать там по городу. По стоянке ездить, узнавать, кто в ту сторону едет. И так случайно попались к нам. Мы вдвоем ехали в ту сторону. И у меня на второй машине, вот Ванька, он был же на белой машине. Я сам должен был, ну, я на этот груз договаривался сам же, на аванс, там, все документы я должен был на своим оформить. И вот они сказали, завтра что утра начинаем снимать, у нас времени нету. Ну, давай, пускай Ванька едет, снимается. Отправили его. Но мы хотим снять, чтобы как он грузится там все это. Ну ладно, поехали, поснимали, потом звонят мне. Оказывается, вы вместе едете, так. Я тоже начну снимать. И ты долго работаешь в этой сфере. Приезжай, тебя тоже сниму. Приехал, ну давай, начал снимать. Ну, все надо сделать, чтобы там включить, колесо подкрутить, готовятся рейсы, там загрузка идет как будто. И сразу, Василий, с тобой хотим, тебя хотим снимать, говорят. Ванька с этим делом не разберется там, если что, мы можем дать. Ну ладно, хорошо. Так, у нас же река Лена, это переправа, сразу спускаемся с Якутска, вот как на Каму. Спускаемся с Якутска на переправу на реку Лена, а на противоположном берегу 10 километров нижнего степа поселок. Против Якутска стоит так. На переправу в 9 часов утра заехали и отсюда начали снимать. Так, оказывается, не так просто. Так, река Лена, дубль 1, километр 1, дубль 1. Вот натурально так. Поехал. Потом камеры представляют. У них же море камер. Вот, как у нас сейчас. Не 2, не 3 в кармане. А у них море камер. Чуть в рот засовывает там. И эти микрофоны тоже с разных сторон на себя приклеивают. Где-то... Ну хороший, там прям хороший ролик же получился. Классный, качественный. И выходит, я 3 раза перед домом это 10 километров проехал. 2 раза задом проехал. Дубль 1, дубль 2, дубль 3. 5 часов вечера, это 10 километров, мы проезжали, считай, вот 8 часов. Это съемочный процесс ухода. Нет, ребята, я так не выдержал. Я не доеду до этого. 1600 километров до Зеленки нам было. Конечно. Если так будем ехать, я не выдержу, не доеду, говорю. Ну, они мне объяснили, что у них самих тоже там сценарий, там, что они должны ложиться за 7 дней это расстояние. Ну, так как они же люди интеллигентные, никакого мата, ничего там. Даже в тундре подходит и спрашивают, где здесь туалет сходить можно, говорить. Но после каждого слова спасибо, пожалуйста, там, ну, трудно было там разговаривать. Уровень. И вообще ничего не едят. Только вот термос у них маленький такой был. Там кофе, наверное, утром. Ну, они постоянно езжали к каким-то деревням, поселкам ближайшим. Договорились там заранее. Туда ночевать езжали. Темное время вообще не снимали. Я в последнее время сам режиссером стал. Вот, говорю, да поехали до такого-то километра, там должно быть наледи, там должно быть заметено, там гора, там. До этого давай поехали, доберемся до светлое время, чтобы сняли. Нет. Вот, едут, останавливаются и начинают свой процесс. Все равно до этого не доезжаем, уже темнеет, и они... Ну, это нет, это у нас Олег из Самары, который год назад покупал в январе. Вот тоже от него видео ждем. Он говорит, новые покупал, да, говорят, они постоянно ломаются. Вот это Евро 4, а который у нас покупал, они 12-й год, да, обгоняет и новые мои, говорит, Камазы, обгоняет и Мазы обгоняет. Там с 51-м коленвалом, 15-ка, 65-115. Вот, так что, чем больше таких клиентов, тем... Он говорит, вымою, я говорю, Камазы перед Новым годом. И я вам видео отправлю, да. Так что душа радуется, когда появляется постоянный клиент и говорит: Ильсур, Володя, Лиля, давайте нам еще один Камаз.